Уважаемые участники судебного заседания, мы выслушали позиции сторон, пояснения представителей государственных органов, привлеченных по данному делу в качестве третьих лиц. На этом исследование материалов дела по делу Теплякова Виталия Владимировича считается оконченным. Предоставляется слово заключительной речи, право заключительной речи. Тепляков Виталий Владимирович, пожалуйста, пройдите к трибуне, вам предоставляется право заключительной речи. Да, уважаемый суд, уважаемые участники процесса, еще раз хочу обратить внимание, то, что существующие механизмы не позволяют потерпевшим, не только мне, но и другим потерпевшим, взыскать материальный ущерб при прекращении постановления, без признания, во-первых, вины потерпевшего и без установления материального ущерба судом. Не позволяет ни в уголовном, ни в гражданском судопроизводстве. Это 9-летний мой личный опыт. Я встречаюсь также с другими такими же потерпевшими, у которых там есть у кого-то 7 лет, у кого-то 8 лет. Выслушав мнение и ответчика, и всех сторон, также прихожу к тому же мнению, что механизмы недостаточные. То есть и отмена все-таки данной нормы в части статьи 3.1, части 3.1 статьи 26 Уголовного процессуального кодекса, ее отмена и повлекла вот эти вот дальнейшие нарушения всех потерпевших. Вот. В связи со всем этим все-таки прошу признать неконституционно и несоответствующие, неконституционным и несоответствующим части 2 статьи 24, части 1 и 2 статьи 56, части 1 и 2 статьи 61 Конституции Кыргызской Республики, подпункт В пункта 5 статьи 3 Закона Кыргызской Республики от 10 марта 2021 года номер 29 о внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере уголовного законодательства, где часть 3, 3.1 была признана утратившей силу. Считаю, что данный закон, хоть он и отменен, он не соответствует Конституции и, как я вот уже отмечал, то есть он хоть и отменен и утратил силу, но продолжает порождать юридические последствия, как раз таки исходя из принципов действия законов во времени и применения обратной силы. То есть вновь принятый закон хоть и отменяет данную норму, но продолжаются все те же юридические разногласия, нету единообразия в принятии решений судей, как я уже отмечал, что и есть решения, где обязательно требуют судьи, есть где не обязательно. Поэтому прошу признать неконституционным и несоответствующим Конституции данный закон. Присаживайтесь. Мацаков Самат Аскарович, вам предоставляется право заключительной речи. Уважаемые участники процесса, полностью поддерживаю. Считаем то, что в судебном заседании все-таки устанавливается несоответствие Конституции, а именно вот по части 1, то, что мы просим, считаем то, что все-таки именно закон Кыргызской Республики от 10 марта 2021 года о внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере уголовного законодательства части 3 прим. 1 признать утратившие силу в статье 26 по Кыргызской Республике все-таки не соответствует части 2 статьи 24, части 1 и 2 статьи 56, части 1 2 статьи 61 Конституции Кыргызской Республики. Кроме того, в судебном заседании было озвучено также мнение относительно того, что именно материального, процессуального права, то, что в процессуальном праве именно согласно статьи 3 Уголовно-процессуального кодекса, то, что именно уголовно-процессуальный закон именно работает, который именно в день совершения этих процессуальных действий, и то, что он не имеет обратной силы. В данном случае также имеется и
часть 5 статьи 6 Конституции Кыргызской Республики, то, что закон или иной нормативно-правовой акт, устанавливающий новые обязанности. Но в данном случае мы первым требованием просим признать именно несоответствующую часть 3 прим. 1 в данном случае. Именно поэтому мы и обратились в Конституционный суд. Если бы стал вопрос именно по части только обратной силы, возможно бы и Тепляков обращался бы в Джогорку Кеңеш внести изменения. Поэтому и вопрос стоит относительно принятия и рассмотрения в Конституционном суде. Относительно то, что признание как бы утратившим силу, и вопросы, то, что именно вот этот вот трехлетний период, когда у нас выпадает, можно сказать, аналогичная позиция была в Конституционном суде именно 29 марта 2023 года, когда рассматривался вопрос снятия судимости. То есть именно переходной закон, когда они 6 и 7 статью признали утратившей силу, но когда обратились в Конституционный суд, и Конституционный суд признал неконституционным, почему? Потому что имелись вопросы снятия судимости по Уголовному кодексу 97 года, и в УПК 99 года эти вопросы суд вправе был рассматривать, а в редакции 17 года у суда не было права. И законодатель тогда определил именно на переходной закон. Но когда приняли Уголовный кодекс 21 года, они, получается, отменили эту норму. То есть решением Конституционного суда от 29 марта 2023 года был как бы решен данный вопрос принятия. В данном случае мы также усматриваем то, что именно вот этот вот трехлетний период, все-таки именно признание утратившим силу пункта 3 прим. 1 статьи 26 Уголовно-процессуального кодекса в редакции 2017 года все-таки усматривается несоответствие Конституции, поэтому просим удовлетворить ходатайство в полном объеме. Присаживайтесь. Абдуджалилов Ахмед Сапарбекович, вам предоставляется право заключительной речи. Уважаемый суд, участники процесса, я полностью поддерживаю ходатайство товарища Теплякова и считаю, что его конституционные права были нарушены. Поэтому также прошу признать неконституционным и несоответственным части 2 статьи 24, части 1 2 статьи 56, части 1 2 статьи 61 Конституции Кыргызской Республики по В пункта 5 статьи 3 Закона Кыргызской Республики от 10 марта 2021 года номер 29 о внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере уголовного законодательства, часть 3 прим. 1, признать утратившую силу в статье 26 Уголовного процессуального кодекса Кыргызской Республики. У меня все, спасибо. Присаживайтесь. Сранов Самат Кыштубекович, вам предоставляется право заключительной речи. Уважаемые судьи, уважаемый Тарага. Уголовное дело прекращено в связи с течением срока давности. Это считается нереабилитационным основанием. Государство отказывается от дальнейшего уголовного преследования из-за истечения установленного законом времени. В таком случае потерпевший сохраняет право на возмещение вреда и может предъявить гражданский иск. Признание утратившей силу части 3 статьи 26 Уголовного процессуального кодекса Республики от 2 февраля 2017 года, предусматривающей недопустимость прекращенного дела за истечением срока давности в случае невозмещения материального ущерба от преступления или проступка, само по себе не является нарушением и ограничением и не ограничением конституционных прав потерпевшего. По данному делу государством обеспечены все процессуальные механизмы, которые определяют беспрепятственное право каждого участника процесса на судебную защиту, доступность правосудия и возможность выбора способа ее реализации, в том числе порядка гражданского судопроизводства. На основании изложенного руководства статьи 34 Конституционного закона Республики, в Конституционном суде Кыргызской Республики просим ходатайство Теплякова Виталия Владимировича о проверке конституционности подпункта в пункта 5 статьи 3 закона Кыргызской Республики о внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере уголовного законодательства оставить без удовлетворения, поскольку не является противоречащим частям 2 статьи 24, части 1 2 статьи 56, части 1 2 статьи 61 Конституции Кыргызской Республики. Спасибо. Присаживайтесь. Уважаемые участники судебного заседания, на этом рассмотрение дела по обращению Теплякова Виталия Владимировича о проверке конституционности подпункта Б пункта 5
статьи 3 Закона Крымской Республики о внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере уголовного законодательства от 10 марта 2021 года номер 29 считается оконченным. Суд удаляется в совещательную комнату для вынесения решения. Прошу всех встать.